Я продолжаю писать карту дня на 19 сентября. Это понедельник. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вам нужна первая часть этого видео, ссылочку я оставляю под видео в описании. Там есть первые 6 знаков зодиака. Так, смотрим весы. 19 сентября. Покажите мне, пожалуйста, события для весов на понедельник. Корона. Корона показывает, что у вас будет общение с представителем закона, власти, то есть каким-то влиятельным человеком. Слезы показывают, могут быть яблоко. Ну, слезы это и слезы радости иногда бывают, поэтому пока расстраиваться не будем. Желания нельзя. Приглашение. Получение информации, новости. Цепочку нельзя. Бабочка, деловое общение. Деловое общение с вот этим человеком, наверное, в короне. Так, здесь нет, здесь смотрим. Нет, и нет совпадений. Получается, у вас какой-то деловой разговор, деловое общение в понедельник с каким-то важным человеком, влиятельным. Приглашение, слезы. Не знаю, почему слезы. Тут вроде бы плохих событий нет. То ли этот разговор как-то для вас сложится, может быть, не очень. Либо вот эта новость, будет, вызовет слезы. Не знаю, почему выпадают слезы еще. Приглашение, слезы и какая-то информация. Информация придет, скорее всего, либо на телефон, либо письмо на электронную почту. То есть это электронная новость. Либо можно еще по, допустим, по телевизору, в Ютубе какой-то ролик увидели, посмотрели, какую-то услышали новость. То есть это именно через средства связи вы ее получаете. Вот такая информация, весы. Благодарю за внимание и перехожу к скорпионам. У вас, видите, непонятно. Все события хорошие, а что-то слезы будут. Так, скорпионы, смотрим. Девятнадцатое сентября, понедельник. Покажите мне события для скорпионов. Интимная связь, первое, что я увидела. Кровать. Угу. Ну, не хотят события больше ничего показывать. Говорят, хватит вам интимной связи. Победа еще. Флаг. Ну, тоже хорошо. Ага, и вот корона есть. Корона. Ну, прекрасно. Победа, получение
корона первого места, то есть я главный, я король, я победитель. Либо еще как вариант победа, и вы оставляете на вторых ролях какого-то очень важного, влиятельного человека, да, то есть человек в короне, серьезный, да, то есть важный, а вы его обыгрываете, обходите. Так тоже может быть. Сейчас я еще посмотрю горизонтали, вертикали, может быть еще что-то найдем. Слезы нашла еще, яблоко. Ну, это могут быть слезы радости от победы, так как негативных событий нет. Могут быть слезы радости. Ну, или так как, смотрите, слезы находятся вдалеке, да, от основных событий, это могут быть вообще слезы беспричинные, допустим, там, по любому какому-то поводу, который, возможно, вас вообще не касается. Угу. Ну, больше я не вижу. Получается, показывает кровать, это интимная связь или желание подольше поспать, да, вот в понедельник утром. Кровать — это еще иногда, когда не хочется вставать. Дальше, во второй половине дня будет победа, выигрыш, результат, достижение, то есть как угодно можно называть. И общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Как вариант еще этот человек может присуждать победу. Возможно, вы с ним не соревнуетесь, а он присуждает эту победу, да, там, и вручает там что-то, допустим, за эту победу. И слезы. Ну, я думаю, что это слезы радости. Вот такая вот информация для вас, скорпиончики. На понедельник. Понедельник — день победы будет. Благодарю за внимание и перехожу дальше к стрельцам. Смотрим стрельцы. 19 сентября, понедельник. События для стрельцов покажите мне. Конфликт у вас выпадает первым событием. Можете с кем-то поругаться. Бокал, застолье. Какое-то мероприятие может быть. Нерешенный вопрос тоже в этот день. Если вы там планировали что-то в понедельник решить, карты говорят, что ну не получится, да, скорее всего. Так, и проверяем горизонтали, смотрим, что еще есть. Горизонтали нет. Вертикали. Вертикали тоже нет. Получается, у вас выпадает 3 события. Первое показывает, что в первой половине дня может быть конфликт, во второй половине дня может быть какое-то застолье, не знаю, где-то пойдете поужинать, посидеть, в общем, да, вот отдохнуть. И еще также показывает, что есть нерешенный вопрос, как бы вы ни хотели, он не решится, да, потому что вот ножницы, решение этого вопроса очень далеко, да, то есть до решения этого вопроса еще надо подождать, скажем так. Благодарю за внимание. Стрельцы, переходим к козерожкам. Так, козероги. Девятнадцатое сентября. События дня для козерожек. Покажите мне. Угу. Тайная встреча у вас может быть, выпадает первым событием.
Цыпленок, дети, семья. Якорь. Якорь — это у нас событие, которое показывает, что вы где-то проводите много времени. Скорее всего, с детьми. С детьми, с семьей проведете много времени. Или по якорю еще можно что-то закончить, доделать. Но это, если это будет, это что-то, чему вы посвятили очень много времени. Подарочек. Хорошие новости, шарики очень радостные какие-то. Так, смотрим теперь, что у нас по горизонтали, вертикали. Прибыль есть по горизонтали. Финансовые поступления. И все. Получается, в этот день какая-то тайная встреча, может быть, получение прибыли, общение с семьей, с детьми. Якорь. Много времени проводите, да, вот прям там 5, 6, 7, 8 часов вместе, то есть много, долго. Подарок. Может быть, покупаете, да, какой-то подарочек семье, детям. И получаете очень хорошие новости в этот день. Так что смотрите. Все события очень позитивные. Ну, кроме вот тайная встреча. Непонятно, как она себя проявит. Почему она тайная, тоже, да, вот вопрос. Благодарю за внимание и перехожу дальше к водолеям. — 19 сентября. События дня для водолеев. Покажите мне понедельник. Что будет у водолеев? У вас будет общение с друзьями однозначно. Друзья, подружки. Событие какое-то. Событие, и на этом событии будут друзья. Интимная связь может быть. Глубокая печаль выпадает рядом с событием. Может быть, событие по поводу какого-то, да, вот неприятного момента. Повод неприятный, скажем так. Угу. Проверяем горизонтали. Горизонтали нет. Вертикали тоже нет. Значит, у вас получится 4 события. Первое — это общение с друзьями, да, потом интимная связь, какое-то событие и разочарование, печаль. Тоже вот, да, единственное событие, не очень хорошее, и оно как-то ложится рядом с событием в доме. То есть либо повод этого события, да, печальный, либо как вариант на событии произойдет какая-то ситуация, да, неприятная, которая вас может расстроить, разочаровать. Ну, вот такая вот информация у меня для вас. Может быть, вы постараетесь, да, вот этой ситуации избежать. Благодарю вас за внимание, водолей, и перехожу я дальше к рыбкам. Остались у нас только рыбки. Смотрим рыбки. События для вас.
19 сентября, понедельник. События для рыбок мне покажите. Что у них будет в понедельник? У вас будут хорошие новости, шарики. У вас, смотрите, откроется какая-то информация, да, то есть тайна, то, что было спрятано, закрыто, станет вам известно. Будет событие, которое повторяется каждый месяц. Могут даже числа совпадать, да, например, там это вот в 20-х числах каждого месяца. Конфликт может быть. Причем, да, не просто ссора, а именно конфликт, острый конфликт. Возможно, по поводу вот этой тайны. То есть тайна, которая откроется, может быть, вам не сильно понравится. Так, подарочек еще выпадает. Подарок. Смотрим, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Нет, нет. Победа. Угу. Смотрите, в конфликте победа будет за вами. Кстати, мечи это могут быть, допустим, не конфликт, а какое-нибудь соревнование. Вот если у вас какое-то соревнование, да, то есть показывает, я против кого-то, и победа будет за вами. Так, хорошо, значит, смотрим, получается, в этот день вы получаете какие-то очень хорошие новости, открывается какая-то информация, происходит событие, которое постоянно, каждый месяц происходит. У вас будет конфликт или соревнование, из которого вы выйдете победителем и, возможно, даже получите подарок. То есть, похоже, это больше на какое-то соревнование, чем на конфликт, потому что идет победа и подарок. В ссоре не бывает победителей, да, то есть в ссоре оба проигрывают, а вот в соревновании победители есть. Так что, похоже, это на то, что вы с кем-то будете меряться силами. Вот такая информация у меня для вас, рыбки, на понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.